Добрый дзень, дарагія сябры, вітаем вас на сацыял-дэмакратычным YouTube канале. Мы працягваем цыкл перадач пра тое, як расійска-украінская вайна, таксама санкцыі ўплываюць на беларускую эканоміку. Мяне завуць Ігор Парысаў, і сёння ў нас у гасцях эканаміст, акадэмічны дырэктар бюро Лео Львоўскі. Сёння 25 чэрвеня 2024 года з вами перадача «Эканоміка пад санкцыямі». Мы будзем размаўляць пра эканамічныя тренды тыдня, таксама наступствы, якія будуць імі выкліканыя. Леў, добрый дзень. Вітаю. У Польшчы абмяркоўваюць закрыццё ўсіх памежных пераходаў з Беларусю. Не сакрэт, што такі палітычны дыскурс правакавала забойства мігрантам польскага жаўнера. Яшчэ некалькі тыдняў таму гутарка ішла пра магчымасць адкрыццё дадатковых пунктаў, але вось гэта падзея стала трыгерам, які цалкам павярнула пазіцыю ў польскім грамадстве на супрацьлеглую. І ўжо нават ёсць рэакцыя беларускага бока, які заявіў на тое, што ў прынцыпе гатовы супрацоўнічаць з Польшчай у пытаннях межнага супрацоўніцтва, але нейкім чынам намякнуў на тое, што мігранты як былі, мігранты так і застануцца. Вот калі пойдзе Польшча на такі крок, што будзе з беларускай эканомікай? Вот здесь вопрос интересный. То есть, с одной стороны, это не должно сейчас уже, после всех предыдущих закрытий, стать каким-то сильным ударом само по себе. Почему? Потому что сейчас уже главные мощности сфокусированы на переходах, если мы говорим про товары, то главные мощности сфокусированы на железнодорожном сообщении, и железнодорожное сообщение, оно все еще может идти через Литву. Да, это дополнительная стоимость, да, это дополнительная перегрузка, но вроде бы ничего сверхкритичного не должно случиться. То есть кажется, что тут главный удар все-таки будет по людям, которые пытаются пересечь границу. Ну, товары станут там условно, перевозка товаров станет еще на 5% дороже, может быть, еще на 10% дороже, но мы к этому уже привыкли, это не первое закрытие полян перехода. Все такие долгосрочные потери, которые можно от этого понести, мы уже понесли. Под долгосрочными потерями я имею в виду перестройку программы «Один пояс, один путь», которая уже теперь больше грузов переваливает не через Беларусь, а вот инвестирует в инфраструктуру так называемого южного обхода. То есть у нас и так вот идет перевалка примерно на 40% меньше в реальном выражении объема, чем было, скажем, в 2021 году до санкций, до войны. Это первое вводное. С другой стороны, мы раньше никогда не видели, чтобы белорусские власти были обеспокоены хотя бы какими-то санкциями. Всегда у нас была такая шапкозакидательская позиция, нам ничего не страшно, никакие министры вдруг не начинали собираться обсуждать с поляками, как бы предотвратить такую ситуацию. Так что кажется, что действительно вот белорусский бок теперь чем-то озабочен. Я очень сомневаюсь, что эта озабоченность выльется во что-то продуктивное. Собственно, если 2 года шло такое противостояние, то боюсь, что доверия между сторонами очень мало. Если Беларусь скажет, что все, теперь больше не будем посылать мигрантов, то не уверен, что польская сторона просто буквально поверит в это. Но будем наблюдать. То есть я не ожидаю, что это какое-то такое санкционное явление масштаба, когда Литва перекрыла доступ к белорусскому калию. Но интересно, почему вдруг засуетились белорусские власти. Неужели они начали переживать за белорусских граждан? А наколькі вось гэтая суета, якая зараз адбываецца, перапалох, у тым ліку ў беларускім вось гэтым кіраўніцтве, звязаны з тым, што прэзідэнт Польшчы якраз такі сустракаецца з кіраўніцтвам Кітая, з таварышам Сі. Ну, это, конечно, неудобная реальность и для белорусских властей, и для российских властей.
Им кажется, что у них вот уникальный доступ к уху господина Си, что только они могут ему жаловаться. Но на самом-то деле, я думаю, они догадываются, что господину Си важна не политика, ему важна политика внутри Китая, а вот что творится в России и Беларуси гораздо меньше, а в целом для него важна торговля, экономика и так далее. И Польша здесь является, возможно, более перспективным партнером для Китая, чем даже Россия. Да, Россия– это большой поставщик теперь уже очень дешевых газа, нефти для Китая, древесины, то есть таких природных ресурсов. Но Россия не такой большой рынок, просто из-за того, что россиян больше, чем поляков, но россияне и в 3 раза беднее, чем поляки. Поэтому просто могут покупать не так уж много товаров. И я думаю, что да, тут есть некоторая обеспокоенность, что польская сторона не будет там задвигать никаких политических лозунгов, а будет говорить только про бизнес и будет жаловаться на Александра Лукашенко не в том плане, что он там сажает политзаключенных или даже держит в тюрьме каких-то поляков, а будут говорить просто с точки зрения бизнеса о том, что из-за Александра Лукашенко плохо проходят товары, плохо проходят грузы, из-за того, что он занимается, ну, каким-то цирком, и вот из-за него умирают польские пограничники. Посмотрим тоже, чем закончатся эти переговоры. Но я на самом деле не удивлюсь, если тут поляки смогут вот именно с таким бизнес-подходом достучаться и до Си Цзиньпиня. Эканаміст Владзімир Кавалкін заявіў, што беларусам варта рыхтавацца да дэвальвацыі беларускага рубля. Прычына гэтаму адмоўнае гандлёвае сальда. От ці пагодзішся з такім прагнозам, альбо беларусам пакуль нічога не пагражае, ўсё пад жэстачайшым кантролем. Сальдо у нас действительно снижается, и сейчас оно слегка отрицательное, но пока что речь идет не о каком-то сильном перегибе, поэтому я бы ожидал, что наш курс будет постепенно снижаться по отношению к мировым валютам, но прямо сейчас я не вижу причин для какого-то резкого обвала или тем более девальвации. Термин девальвация вообще экономисты обычно используют, когда курс не рыночный, когда курс просто держит правительство или центральный банк страны. И тогда действительно этот курс, он подвержен резким скачкам, как, собственно, было не раз в истории Беларуси. Но сейчас у нас курс, ну так, с несколькими звездочками и пояснениями, но все-таки относительно рыночный. Он плавает, и, соответственно, я бы не ожидал здесь каких-то резких обвалов. А постепенное ослабление рубля, мы видим его, собственно, оно происходит, и оно продолжится. Краіны Балты Краіны Балты выходзяць з выходзяць. энергетычнага кальца Беларусі і Расіі і сінхранізуюцца з Еўропай. То выглядае так, што кіраўніцтва гэтых краін хоча зрабіць энергетычную бяспеку для сваіх краін незалежна ад саюзнай дзяржавы. Ці выгадна краінам Балты выхадзіць з энергетычных абдымкаў Беларусі і Расіі, альбо гэта пытанне выключна палітычнае, нават геапалітычнае ў пытанні будучага вектара развіцця гэтых краін. Ну, если смотреть вот чисто экономически и чисто сейчас, то есть в текущем периоде, то, конечно, невыгодно. В России много дешевых энергоресурсов. Есть и в Беларуси лишняя электроэнергия, и в России есть лишняя электроэнергия. И она уже здесь доступна, вся инфраструктура тоже создана. То есть экономических причин прямо сейчас переходить, конечно, нет. Это решение, оно в значительной мере политическое, но, может быть, еще и в значительной мере, вот, так скажем, геополитическое. И тут действительно уместно говорить про безопасность.
Дело в том, что Россия и Беларусь не просто являются поставщиками различных видов энергии, они последнее время то, что называется, используют эту энергию как оружие. Путин пытался шантажировать Европу газом. С электричеством мы таких официальных кейсов шантажа не слышали, но тем не менее уверен, что там может происходить нечто подобное. И, конечно же, никакая страна не хочет вдруг оказаться без энергии, если она там сделает что-то, что Путину не понравится. С этой точки зрения это уже может быть и экономически разумно, то, что вы просто выводите страну из зависимости от России. Тут надо добавить еще, что эти страны делают это вот не на полном ходу, выпрыгивают из поезда. Страны Балтии готовились к этому. В частности, Литва построила достаточно большой, мощный терминал по приемке сжиженного газа. И думаю, что именно наличие этого терминала позволяет теперь и Литве, и странам Балтии, собственно, которые могут питаться тоже от этого терминала, сделать такое заявление, сделать такой шаг. Мы знаем, что Украина уже перешла на европейское электричество. Ну, теперь вот и страны Балтии тоже, этот рынок закрывается для российского электричества, для белорусского. То есть, да, в краткосрочной перспективе это явно невыгодно, но сейчас вопросы безопасности, какой-то стратегической безопасности, независимости правительства, они, очевидно, играют для этих стран гораздо более важную роль. От ты ўжо сказаў пра тое, што ў Беларусі ёсць большая колькасць электраэнергіі, чым нам патрэбна. Вот як гэта рэзануе з тым, што заявамі кіраўніцтва Беларусі, якое хоча пабудаваць другую атамную станцыю. Пытанне навошта і куды тады дзяваць гэтую энергію, калі яе немагчыма прадаць? Ну, ответ тут простой, к сожалению. Вот в Китае есть города-призраки, а у нас будет атомная электростанция-призрак. Дело в том, что если вы вдруг можете получить где-то кредит на миллиард и построить за этот кредит ненужное нечто, ну, скажем, какой-нибудь дом, М, то ВВП вашей страны увеличится в этом году на миллиард. На стоимость вот этого дома вы заплатите зарплаты, купите оборудование, купите инструменты и так далее. Точно так же у нас происходит и вот с этой идеей второй электростанции. Я абсолютно уверен, что нету никакого экономического настоящего смысла в строительстве второй электростанции. Мы очень далеки от того, чтобы полностью, полностью эксплуатировать и полностью действительно использовать электричество, которое мы получаем с первой электростанции. Так что кажется, что вот эти разговоры о второй это скорее такой видоизмененный запрос на кредит от России. Мы все время просим у России денег, Россия как-то не очень щедро раздает деньги. И здесь вот родилась идея, давайте мы попросим не денег, а как бы мы попросим 6 миллиардов на строительство новой станции. Это не то же самое, что живые деньги, но тем не менее можно потратить, можно построить, ВВП увеличится. 6 миллиардов в нашей экономике – это много. Ну, а кто там что будет отдавать, потом это все уже как-нибудь потом. Стала вядома, што Кітай зацягвае з пастаўкамі ў Беларусь 15 цягнікоў. Асноўная прычына баіцца патрапіць пад санкцыі. Ці варта чакаць, што беларуска-кітайскія ўзаемаадносіны неўзабаве пачнуць прасядаць пра жаданне кітайскіх кампаній не патрапіць пад санкцыі? Такое желание китайской компании не попасть под санкции, оно не ново. Мы уже видели, как крупные китайские банки отказываются проводить платежи, например, в Беларусь или там в Россию. Мы уже видели, как крупные китайские компании тоже отказываются работать и с Беларусью, и с Россией.
Так что здесь ничего такого, сюрпризов нет. Надо напомнить, что главный торговый партнер Китая — это вовсе не Россия, не Иран и не Беларусь. Главный торговый партнер Китая — это, конечно же, США. И для их экономического благосостояния самое важное — это не поссориться с США. Тем не менее, мы также знаем практику перепродажи, использования фирм-прокладок, которые в Китае очень легко открывать. То есть, когда речь идет о крупном банке, тут никак нельзя его замаскировать под более мелкий банк. И некоторые транзакции тяжело провести через маленький банк. Когда речь идет о каких-то товарах, причем товарах все-таки таких не очень военного назначения, как вагоны, то уверен, что всегда можно там создать 10 фирм прокладок, перепродать эти вагоны, как-то ими пожонглировать, и потом эти вагоны и поезда все-таки окажутся там, где надо. Ну, в конце концов, чем Китай хуже, чем известная европейская немецкая компания Siemens, которая тоже, с одной стороны, не хочет нарушать европейские санкции, с другой стороны, постоянно теряет огромные турбины, а потом эти турбины находятся где-нибудь в Крыму. Продажы аўтобусаў МАЗ у Расіі скараціліся ў 20 разоў. Ці можна сказаць, што МАЗ чакаюць цяжкія часы. Нібыта збіраліся будаваць новы цэх для вытворчасці аўтобусаў з мэтай пастаўкі іх у Расію, а тут пачала правісаць сама марка. Ці выратуюць саюзныя стасункі беларускага аўтамабілевытворцы. Я бы тут разделил вопрос на две части. Первое — это будет ли МАЗ продаваться, например, в России. Ответ, скорее всего, что нет. Тут никакие союзные договоренности не помогут. Если любой наш зритель просто загуглит МАЗ загорелся, МАЗ самовозгорелся, то вы увидите огромную кучу новостей. Это большая проблема МАЗов, они постоянно загораются. Буквально вчера пришла новость из Мозыря, где, собственно, МАЗ тоже самовозгорелся во время движения. Ну, слава богу, никто не погиб. Много новостей было из Санкт-Петербурга, из Москвы, где МАЗы самовозгорались. Насколько я помню, кажется, тоже, слава богу, никто не погиб. Но это явление далеко не разовое. Это системная проблема. Очевидно, что в конструкции МАЗа предполагались какие-то иностранные детали, которые во время введения санкций были в последний момент заменены на какие-то, например, китайские аналоги или другие аналоги, которые не были предусмотрены в изначальной конструкции, в изначальной схеме. Ну, так, на глазок кажется, что это примерно одинаковые детали, а в реальности МАЗы начинают гореть. Это как бы уже не шутки. Я бы тут даже не хотел бы разводить панику, но, наверное, хорошо бы белорусам, если есть возможность, как-то пользоваться метро, троллейбусами, маршрутками, или если вы едете в автобусе, наверное, не знаю, держаться поближе ко входу. Это выбивается из всех статистических погрешностей, вот эти самовозгорания МАЗов. Поэтому в данном случае я не думаю, что МАЗ ждет какое-то прекрасное будущее в том плане, что они смогут вернуть бренд, смогут завоевать российский рынок. Здесь уже ничего не получится. Есть китайские аналоги, они дешевле, они не загораются, и все в них хорошо, у них еще есть обслуживание и так далее. Но это то, что касается самого продукта. А вот то, что касается завода, то здесь я не был бы пессимистичен. Ну, у нас известно, что не важно, что вы производите, и какого качества, важно, государственный завод или частный. Поэтому, конечно же, цех построят, конечно же, государство не даст МАЗу закрыться, будет выдавать кредиты на зарплаты, будет выдавать кредиты на оборотный капитал, будет заставлять города Беларуси закупать МАЗы, неважно, горят они или нет. Если горят, еще лучше, можно продать еще один новый вместо сгоревшего. Поэтому, к сожалению, это все останется висеть на бюджете и угрожать здоровью белорусов. Калі будуць знятыя санкцыі, мяркую, для МАЗу самым найлепшым слоганам будзе «Мазы болей не гараць». Да.
Леў, і апошняе пытанне. Што будзе з беларускім таксі? Стала вядома, што ўлады рыхтуюць новаўвядзенні, сярод якіх нельга выкарыстоўваць аўтамабіль таксі ў прыватных мэтах. Яго варта паркаваць на ахоўваемай аўтастаянцы, мець у салоне камеру відэаназірання і з наймальнікам таксіст мусіць мець працоўныя адносіны, то бок не працаваць па дамове падраду. Што стаіць за такім новаўвядзеннем і ці чакаць беларусам павышэння коштаў у таксі? Да, это просто очередное закручивание гаек. Там предположены еще и новые поборы с такси, то есть, да, такси станет дороже, его станет меньше, но есть хорошая новость. Большая часть таких частных перевозок в Беларуси происходит не при помощи такси, а при помощи Яндекс Такси, так скажем. Это не совсем в юридическом плане это другая категория. И насколько я понимаю, пока что вот эти все новые правила, они не будут касаться частных перевозчиков, которые как бы занимаются подвозом, но не являются официальными такси. Таким образом, да, вот люди, которые пользуются такси, но это там в некоторых случаях такое бывает, для них все станет дороже и сложнее. Ну, вероятно, просто люди будут еще больше будут переходить на сервисы, подобные Яндекс Такси. На самом деле в Беларуси есть еще другие подобные агрегаторы, просто более мелкие. И пока что на них эти правила не распространяются, так что с ними, наверное, ничего ужасного не случится. Дзякуй вялікі, Леў, за размову. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння ў нас у гасцях быў эканаміст, акадэмічны дырэктар бюро Леў Львоўскі. Падпісвайцеся на наш сацыял-дэмакратычны канал, каб быць у трендзе апошніх эканамічных навін тыдня. Стаўце лайкі, задавайце пытанні, пакідайце каментары і да новых сустрэч. До встречи.